Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Я Мирзаханов Алибек Магидинович, проживающий в городе Дербенте по адресу улица 345, Стрелковая дивизия, дом 8, квартира 2. Сегодня в промежутке вечернего намаза от 18:30 приблизительно был похищен сотрудниками правоохранительных органов, которые отвезли меня, насильно затаскали в машину, несмотря на мои крики. То я кричал, вокруг были люди, я кричал: помогите мне, пожалуйста. Никто не помог, никто не обратил внимания. Они меня силой затаскали в машину. В машине били. Машина была черного цвета, не то десятка, не то хэтчбэк простая. Били в машине, я задыхался в машине, не обращали на это внимания. Били по почкам, по лицу. Дальше я был доставлен на их базу, как я понял, которая находится в Билиджах, так как я знаю, как туда ехать. Я часто ездил в Тагиркент. Похитили там, начали применять пытки. Начали сперва просто бить конкретно, потом привезли шнуры, и шнуры подключили к моим рукам. Также били, пытались жестоко. Вот следы от этого, то, что они делали, как издевались надо мной. Вот, можете посмотреть. Вот то, что на лице. Вот, нос, все. Вот, руки, что произошло с руками. Вот, можете посмотреть. Это то, куда подключался ток. Вот, посмотреть можете на свету. Это место тоже, куда подключался ток. Даже руки дрожат. Даже руки до сих пор не могут отойти от этого электричества. Били жестоко, били по паху, били по спине, по почкам, разницы не было, куда издевались, обматерили как только могли, предлагали сотрудничать, заставляли против кого угодно свидетельствовать, как это делают. Но я, альхамдулилля, кроме Аллаха, никого не боюсь, не собираюсь бояться. Я это адресую мэру города Дербента, начальнику ГУВД города Дербента, министру Республики Дагестан, президенту, новому президенту Республики Дагестан, даже президенту Российской Федерации. Я думаю, что вы примените меры, так как я не участвую в никаких незаконных банд формированиях, никаких там не противозаконных никаких движений я не делаю и не собираюсь делать. Не хочу и не знать, я хочу. Да, я прошел комиссию по адаптации, я думал, все нормально, свободно шел по городу, так как я за собой ничего не чувствую. В момент взрыва в городе Дербенте, которого взорвали машину участкового, и я не знаю дальше, где были взрывы, я находился дома есть свидетели, и в момент еще одного взрыва со мной был человек, нас было 3-4, я сидел дома, как всегда, как обычно, ночью не ухожу. Дальше, я никаких не делаю, во-первых. Во-первых, конечно, я прошу Аллаха, потом этих всех остальных людей, и министра Республики Дагестан, и мэра города Дербента, и начальника ГУВД, начальника ФСБ, президента Республики Дагестан, президента Российской Федерации Путина. Но, во-первых, Аллах, я прошу, чтобы с этим все решили. Я звонил Максиму Шевченко, я, иншаллах, намерен также обратиться сегодня к газете «Черновик», также к Руслану Кадиеву, адвокату, что и дальше, как Аллах даст, чтобы применялись эти меры. Это невозможно остановить. Здесь что хотят делать, как беспредел, какой хотят беспредел делать. Это не сотрудники правоохранительных органов, бандиты. Это сотрудники правонарушительных органов, которые следят, часто следят. Я ни в чем не виновен, ничего не делаю, ничего не собираюсь делать. Я прошел комиссию по адаптации к мирной жизни, со мной разговаривали люди. Это что за вещи? Меня похищают, это незаконно. Даже по законам Российской Федерации это незаконно, не говоря уже о законах ислама, законах шариата. Так, иншаллах, все, больше я ничего не намерен говорить. Альхамдулилля, Аллах помог мне, я вышел оттуда. Они меня отпустили с предлогом, то, что я буду на них сотрудничать. Они мне дали 2 дня, чтобы я нашел, кто это делал. Заставляли против людей свидетельствовать. Я даже не знаю толком, кто эти люди. Сотрудниками были Артур, Саид, которых имена я точно знаю даже их по голосу. Он притворился на тот момент, что я их не знаю. Я прошу во-первых, у Аллаха, во-вторых, у этих людей, чтобы применялись эти меры. Так больше невозможно жить. Если находят преступников, пускай их наказывают по закону, да, сюда. Вот это они мне надели на голову. Вот это они мне надели на голову. Закрыли вот так. Я в этом положении был. Вот я грязный какой. Можете посмотреть, убедиться, субханаллах. Мне это все порвали брюки, субханаллах. Это что такое? Вот. Это что такое? Это по-человечески, мне 18 лет. Они это сделали даже тогда, когда мне было 17 лет. Сделали не по-человечески это все сделали. Это животные, это не люди.